Калдахарская школа-интернат гостеприимно приняла у себя российских экспертов и стала ключевой площадкой для проведения международного лагеря «Мост дружбы». Главная цель программы – не просто познакомить ребят с российской культурой, а найти то, что объединяет народы Абхазии и России. Вместо скучных лекций – живые интерактивы, квесты, творческие мастер-классы и музыка. Русский язык здесь изучают не по учебникам, а через произведения известных поэтов и современных исполнителей. Через игры дети как раз-таки и учат русский язык. Им нужно изучать новые правила, новые форматы. Они начинают русский язык выводить в актив, не понимая и не осознавая то, что они сейчас что-то учат новое. Или же сегодня у нас было занятие по русской литературе, по поэзии. Они не просто читали стихотворения, заучивали биографию о русских писателей. Они анализировали стихи и пытались отличить, это рэп современного писателя или же это стихотворение из современной классической литературы. И как раз-таки посредством вот этого анализа, взаимодействия игры они получают новые знания не в формате обычных классных уроков. В основе программы методический опыт крупнейших детских центров России – Артека, Орленка, Океан и Смены, адаптированные под этот проект. Все занятия строились в формате открытого диалога. На примерах русских народных сказок и эпоса ребята находили прямые аналогии в абхазской культуре. Такой подход превратил обучение в живой процесс взаимного обогащения как для участников, так и для педагогов. Мы всегда оставляем внутри своего оргкомитета позиции для того, чтобы их заняли местные коллеги, учителя, воспитатели, и для того, чтобы они познакомились с программой, и потому что нам важно, чтобы мы были как можно ближе детям, потому что, да, мы, конечно, работаем очень много, у нас у всех там огромный, там, я не знаю, бэкграунд в реализации подобных проектов, но все равно каждая территория – это отдельный вкус такой, знаете, это отдельный колорит. И когда мы привлекаем коллег, мне кажется, мы взаимообогащаем друг друга. Мы даем им какие-то новые форматы, которые привозим с России, а они нам дают понимание того, что такое на самом деле вот эти детки, как к ним лучше обратиться и что такое Абхазия по сути. Потому что это высочайшие профессионалы своего дела, люди, которые посвятили жизнь детям, и нам очень важно работать вместе в единой команде. Чтобы лучше понимать ребят и получить от них искренний отклик, организаторы запустили специальный интерактивный формат обратной связи. У нас, получается, есть еще на проекте такой элемент, как почта дружбы, где ребята каждый день пишут свои впечатления в формате писем. И на утренней зарядке мы зачитываем. И уже вот с первого дня у нас уже вся почта была переполнена с письмами. Все были рады, что они пришли сюда в этот лагерь, как они подружились, что они нового узнали о русском языке и о русской культуре. И для них можно даже так сказать, что русский язык стал не средством общения, а средством дружбы. Проект проходит в Абхазии уже 3-й год подряд. За 2 смены лагерь принял 150 ребят со всех районов республики. Сами участники признаются, за эти дни они не только потянули язык и раскрыли свои таланты, но и обрели настоящих друзей. Мне очень понравилось, когда мы проводили разные мастер-классы, например, по плетению браслетов из ниток. Это было очень увлекательно. Изначально я думала, что это будет сложно, но когда нам все объяснили, мне очень даже понравилось. Также мастер-класс как мы делали козу из ниток, это тоже было очень интересно. Также у нас были разные уроки про русский язык, там, где нам рассказывали про традиции русского языка, про интересные факты о русском языке. Это было очень интересно. Я подружилась со всем своим отрядом, с девочками из разных отрядов. Мы стали очень дружным отрядом, я из 2-го отряда. У нас очень хорошие вожатые, мы их очень любим, ценим, уважаем. Этот лагерь мне запомнился тем, что здесь очень круто и очень большая атмосфера, очень хорошие люди. Я нашел себе очень много новых друзей, особенно у нас на 2-м этаже очень много мальчиков, с которыми я познакомился, все сплоченные, дружные. Еще здесь мне все понравилось, всякие развлечения, всякие игры. Этот форум доказывает, что когда подрастающее поколение говорит на языке взаимного уважения и общих ценностей, у дружбы народов появляется надежное и перспективное будущее. Ирина Богателя, Адам Рджения, Абхазское телевидение.